Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Гражданин Туркменистана, этнический армянин Сергей Григорян в течение полугода воевал в Украине на стороне России. На заработанные им на войне деньги его мать успела купить в Туркменбаши квартиру. Но после возвращения сына ей пришлось продать жилье, чтобы откупиться от работников городского управления Министерства национальной безопасности. Сергей Григорян родился в Туркменбаши в 1991 году. Его мать работает медсестрой в детской поликлинике. Еще во время учебы в школе Сергей получил судимость за хулиганство. Он ножом ранил человека. На войну Григорян уехал осенью 2022 года, а вернулся летом 2023. Он заключал полугодовой контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Что его на это сподвигло, неизвестно. Воевал Григорян под Донецком близ города Волноваха. Один раз был ранен, лежал в больнице Ленинского района Донецка. В распоряжении Туркмен Ньюс имеется переписка Григоряна с человеком, который осуждал его за участие в боевых действиях. По словам же Григоряна, он воевал за правду против фашистов, защищая якобы жителей Донбасса. Он заявлял: «Я простой нормальный пацан, захотел и приехал, никто меня не звал». Когда его спросили, будет ли его мать обвинять Украину в случае, если его убьют, он ответил: «Нет, почему Украину? У каждого свой образ жизни». Оппонент поинтересовался, а почему Григорян не поехал воевать на свою историческую родину, в Нагорный Карабах. Тот ответил, что у него большинство друзей азербайджанцы, так что участвовать в данном конфликте он не может. В течение полугода Сергей прислал матери около 15 тысяч долларов. На эти деньги она купила в Туркменбаши однокомнатную квартиру. Но в родном городе быстро узнали, где находится Григорян. Впрочем, он и сам этого особо не скрывал. На своей странице в Инстаграме он часто публиковал фотографии с оружием в руках и в камуфляжной форме с наклейкой Z и с нашивкой на плече в виде триколора. Сейчас эти фотографии удалены. По утверждению некоторых источников, Григорян хвастался друзьям в личных беседах, что издевался над пленными украинцами. Логика действий Сергея не совсем понятна. Если он собирался впредь связать свою судьбу с Россией и получить гражданство, то почему так быстро вернулся на родину, а наоборот, не продлил контракт? Если же хотел по-тихому заработать денег, то вопрос: почему даже не пытался скрыть от властей Туркменистана свои действия, которые напрямую подпадают под 176-ю статью Уголовного кодекса «Наемничество»? Некоторые источники полагают, что молодой человек изначально хотел покинуть Туркменистан навсегда, но в итоге просто не вынес тягот войны. МНБ Туркменистана для начала вплотную занялось родственниками Сергея. Давление на родных – это обычный способ наказания неугодных мигрантов, до которых туркменские спецслужбы не могут дотянуться. Главному врачу поликлиники, где работала мать Сергея, объявили выговор за недостаточный контроль над персоналом, а точнее над детьми сотрудников. Руководство стало регулярно оскорблять мать наемника в присутствии коллег. А когда сам Сергей вернулся в Туркменбаши, ему грозило тюремное заключение. Согласно 176 статье, наемником считается лицо, участвующее в вооруженном конфликте, военных действиях или других насильственных действиях, не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории и не уполномоченное государством для выполнения официальных обязанностей и действующее с целью получения материального вознаграждения. Только за наемничество Уголовный кодекс предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Если же будет доказано, что на войне солдат кого-то убил, то срок увеличивается до 10-25 лет с конфискацией имущества или без таковой. Но в случае Сергея дело обошлось только конфискацией, причем не в доход государства, а в карман коррупционеров. Его мать продала ту самую квартиру, купленную на полученные за участие сына в войне деньги, и дала взятку сотрудникам МНБ. В результате мужчина остался на свободе. Насколько известно, сейчас он нигде не работает, просто слоняется по городу. Кто-то его угостит сигаретой, кто-то накормит. Единственное наказание, которое он понес, его внесли в списки невыездных. Григорян не единственный гражданин Туркменистана, воюющий на стороне России. Так, совсем недавно в распоряжении Туркмен Ньюс оказался короткий видеоролик, в котором туркменский гражданин в камуфляже приветствует зрителей на туркменском языке. Здесь у нас имеются разные национальности, есть
представитель Туркменистана, представитель Чувашии. Он входил в группу военных, которую возглавлял командир с позывным «Шаман». К настоящему времени, по сообщению источника, вся эта группа погибла. А 25 января в Украине погиб уроженец Балкан-Абада Ашир Бердыев. Сам он переехал в Россию уже давно, но его родственники по-прежнему живут в Туркменистане, они справили по нему поминки. Некоторые наблюдатели именно с войной связывают ужесточение контроля миграции со стороны туркменских властей. По некоторым данным, спецслужбы активнее, чем раньше, стали препятствовать выезду из страны мужчин до 60 лет. Впрочем, покинуть Туркменистан никогда не было легко. Обычную трудовую миграцию власти также не одобряют. У вас есть значимая новость, и вы готовы ею поделиться. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.